начали обвинять Америку, там некоторые комментаторы там с Украины говорят, там Америка там не помогает, там что-то там поменяли, там и так далее, и так далее. Я бы хотел бы разъяснить этот момент. Дело в том, что на территории Украины действует ну, поголовно просто российская агентура в информационном пространстве. Коррупция огромных масштабов. Два заместителя ГУР Буданова сняты с должности, борьба идет, это отлично, если бы борьбы не было бы, то на Украине уже можно было бы забыть про нее. Борьба идет, украинский народ сражается не только на фронте, но и в тылу, вычищает вот этих коррупционеров, бандитов. Ну, до уровня, представьте, два заместителя ГУР заподозрены в коррупции. Министр обороны снят с должности, там миллиард, швец говорит, там миллиард пропал долларов. Представьте себе. И огромное количество агентуры, которая просто открыто действует. Просто открыто. Что Америке делать? Пока Украина их не вычистит, Америка не может довериться, ни в НАТО взять не может. Говорят, почему НАТО не берут. Да, Украине сейчас нужны гарантии. И если не будет гарантии, Украину ждет повторение чеченского сценария. Ждет геноцид всех лидеров, в первую очередь. Потом уже дойдут до простых людей, которые будут говорить, ну лишь бы меня не тронули. Когда всех лидеров, всех воинов, всех патриотов зачистят, возьмутся за обычных, абсолютно не патриотов. Вот за них возьмутся. Мы это на себе проверим. Поэтому какие-то гарантии Украине нужны. Гарантии, что она войдет в НАТО. В НАТО такую коррумпированную и напичканную российской агентурой никто не возьмет. Об этом говорить никто не будет, по крайней мере, открыто. Но вот такая вот ситуация. За все эти вот почти 3 года войны не зачистили вот эту всю КГБшную мразоту. Извиняюсь, конечно, за выражение. Но посмотрите, из России прямо воюющая Россия, убивающая украинцев, оттуда люди вещают на там у Гордона, например, тот же Соловей. Например, есть Севастьянов такой, есть ФСБшник, главарь банды у ФСБ по Москве, Московской области был когда-то. Именно он, Севастьянов, начинал войну против чеченского народа, чеченского государства. Понимаете? Вот ту войну, которую начал сегодня против Украины, вот начинал тогда Севастьянов. Евгений Севастьянов, который каждую неделю сидит у Евгения Киселева. Такого же, как и Севастьянов. Просто Севастьянов действующий офицер. А это стопроцентная или 99% агентура. Невзоров приглашен. Ну как это все объяснить? У меня в голове не укладывается. Как можно сражаться против России и приглашать самого главного пропагандиста, давать ему гражданство? Представьте себе, давать ему гражданство Украины. Этот человек, как Севастьянов, как ФСБшник, начинал эту войну 26 ноября 1994 года. Вводил туда танки Кантемировской и Таманской дивизии на нашу территорию под видом оппозиции, под видом отпускников. Да? Помните тех, которые в Курск, которые в Крым заходили, в Луганск, Донецк. Понимаете? Вот эти люди получают гражданство. А Невзоров, например, это человек, который, Соловьев, сегодняшний Соловьев. Причем он, наверное, учитель этого Соловья, этого Соловьева, вот этот Невзоров. И потом все говорят, нам не помогают, а потому что вот такая вот ситуация, понимаете? Вот такая вот ситуация. Просто вот посмотрите Гарри Табах, который американец, военный в отставке, который много общается, много дискутирует с кем. Его задвигают. Это же очевидно, когда его задвигают. Это американец, который хочет помочь Украине, который многое делает для раненых, для много чего, в информационном смысле. Это огромная работа, которую он проделает. Его гасят.
Его задвигают, про него там вещи говорят какие-то. Понимаете? Просто это вещи, которые а, должны быть всем понятны. Нужна иллюстрация в Украине. Без этой иллюстрации никто вам не будет помогать. Никто. Сидит один вчера этот блогер один, комментатор, говорит, а где же говорили там победу, разобьем Россию, победим на поле боя, где же эти все слова, мы будем с Украиной до конца, там, третье, десятое, все говорили. Так вам сколько денег дали, сколько оружия дали, сколько беженцев приняли, сколько просто информационно поддержали. 1%, если бы нам тогда вот так поддержали бы, мы бы до сих пор в своих молитвах упоминали бы этих людей. 1% даже если нам дали. Понимаете? Никто воевать за Украину не будет. Да, добровольцы приезжают, там кто-то где-то там есть, но в основном, конечно, это все дело самой Украины. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Но внутри, в тылу, просто творится бардак, самый настоящий. Понимаете? Коррупционный, КГБшный, ГРУшный бардак. Понимаете?